Свобода – это, попробуй определить, что такое свобода. Для одного это свобода, для другого это ничто. Так? Это зависит от человека, от его характера, от его образованности, от его интеллекта, от его веры или неверы в божества, в небесные чудеса и так далее, и так далее. Вот. Свобода поступков, свобода отношений с окружающими. Вот. Свобода высказываний своих мыслей, своих тревог и убеждений. Вот так. Я более-менее свободный, но почему вы задаете такой вопрос и почему люди иногда действительно думают, что такое свобода? Это когда власть имущие, они, так сказать, стараются учредить установить какие-то свои рамки поведения, высказывания людей и так далее. Тогда им кажется, что они не свободны. Ну, в моем понимании так. Когда люди одержимы какими-то общими заботами, интересами, идеями, тревогами и так далее, даже так вот, но они, в общем-то, идут к единой цели, так, и одинаково понимают смысл жизни, ценность жизни, ценность вот той ситуации, которая находится в данный момент в действии текущего времени. Вот. И где-то разнясь, тем не менее, преодолевают непонимание и приходят к взаимопониманию. И это сближает их, и это и того, и другого. Источники тот и другой от этого только обогащаются своим взаимопониманием. Поэтому к взаимопониманию в самых разных, так сказать, аспектах и сферах надо стремиться. Ой, совесть – это великое достояние, великое наследие человеческого рода, человеческого сознания, человеческого духа. Вот. И благодаря совести человек становится человеком. Но здесь очень много точек зрения и толкований, может быть, в зависимости от ситуации. Состояние Чингиза Айтматова остается тяжелым. Об этом сообщили врачи Республиканской клинической больницы Казани. Туда госпитализировали писателя. У него обнаружили почечную недостаточность. К лечению пациента подключились лучшие врачи Республики Татарстан. Кроме этого, мы работаем в постоянном контакте с ведущими врачами города Москвы. Самочувствием Чингиза Айтматова всерьез обеспокоены на его родине в Киргизии. Накануне к нему приехал посол Кыргызстана с пожеланиями скорейшего выздоровления. В числе причин, повлиявших на состояние писателя, дипломат назвал слишком жесткий рабочий график. Он сначала из Бишкека, в Бишкеке у нас 30-градусная жара, на автомобильном транспорте добирался до Алматы, из Алматы самолетом до Москвы. В Москве он пробыл некоторое время, из Москвы вылетел самолетом в Казань. Видимо, сказалась нагрузка в связи с переездом, с перелетом. Пока не ясно, сколько времени Айтматов проведет в больнице. Ему пришлось отменить все запланированные встречи с читателями и съемки в документальном фильме. Состояние Чингиза Айтматова остается тяжелым. Об этом сообщили врачи Республиканской клинической больницы Казани. Туда госпитализировали писателя. У него обнаружили почечную недостаточность. К лечению пациента подключились лучшие врачи Республики Татарстан. Кроме этого, мы работаем в постоянном контакте с ведущими врачами города Москвы. Самочувствием Чингиза Айтматова всерьез обеспокоены на его родине в Киргизии. Накануне к нему приехал посол Кыргызстана с пожеланиями скорейшего выздоровления. В числе причин, повлиявших на состояние писателя, дипломат назвал слишком жесткий рабочий график. Он
Он сначала из Бишкека, от Бишкека у нас 30-градусная жара, на автомобильном транспорте добирался до Алматы, из Алматы самолетом до Москвы. В Москве он пробыл некоторое время, из Москвы вылетел самолетом в Казань. Видимо, сказать, нагрузка в связи с переездом, с перелетом. Пока не ясно, сколько времени Айтматов проведет в больнице. Ему пришлось отменить все запланированные встречи с читателями и съемки в документальном фильме.